Вітаю, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Сёння маім суразмоўцам будзе прафесор, психолог Владимир Янчук. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день, друзья. Ну, што ж, што абмяркуем? Ну, безумоўна, тое, што адбываецца апошнімі днямі ў Беларусі і што было на мінулым тыдні ў Расіі, якая тут узаемасувязь. Але пачну я з таго, ведаеце, калі беларусы чакалі таго, што там будзе адбывацца 23 студзеня у Расіі, яны так селі паважна і сказалі: ну, зараз мы, як старэйшы брат, будзем назіраць, як там гэтыя моладзь, ці здолеюць яны нешта зрабіць. Ці сапраўды маглі быць беларусы, вот, назіраючы за пратэстамі ў Расіі, у такой ужо ролі старэйшага брата? Не, ну старший брат, наверное, такая метафора не очень удачная. Скорее, позиция злорадства, что и до вас докатилось, так, и посмотрим, как вы будете реагировать на это. Почему? Потому что, в принципе, я довольно часто говорил, что вот эта позиция младшего и старшего брата, она в постсоветском пространстве все время присутствует, и она довольно характерна вот именно для психологии старшего брата. Я даже называл такое заковыристое слово «токенизм». Это снисходительное отношение к человеку меньших возможностей, находящегося в такой приниженной позиции. И что бы он ни говорил, это вот такое кивание, это вот своеобразное такое снисхождение сверху и так далее, и так далее. И в этом смысле младший брат, неожиданно для себя ставший на другую позицию, конечно же, мог позлорадствовать, а с другой стороны, допустим, мог понаблюдать. И я даже наблюдал такое любопытное интервью представителя России и представителя Беларуси на уровне политологии, и это все было до 23 числа, то есть, в принципе, Навального уже посадили, а интервью с нашим известным политологом, не буду называть фамилию, где вообще-то известный, в общем-то, достаточно грамотный российский политолог говорил: а ничего не будет. Почему? Да потому что чихать хотела Россия на Навального, и, собственно говоря, ну, там вот его сторонники какие-то, так сказать, немножечко пошумят, и все уляжутся. Почему? Потому что структура устойчивая, проблем никаких нет, и так далее, и так далее. Но для меня это событие знаковое. И я, собственно говоря, пост выкинул-то, да, допустим, авторитет рухнул главы старшего брата. Так, я даже назвал его так: маски сорваны, так, маски сорваны, что бы ни говорили, как бы ни реагировали, но вот я вчера смотрел, допустим, на вот этот известный фильм Навального, был к вечеру 91 миллион просмотров и более 5 миллионов лайков. Так, а это говорит о чем? Что огромное количество людей, по-разному они реагировали, но огромное количество людей запомнили. Это оставило след, и этот след будет надолго. И уже можно одевать разные, так сказать, тоги, можно выковыриваться разным образом. Я и посмотрел интервью с российскими студентами, как раз посвященные Дню студента. Но я человек наблюдательный, я же социальный психолог, я же достаточно хорошо ориентируюсь в таких тонкостях внешних. И вдруг замечаю, у главы соседнего государства антураж поменялся. Комнатка простенькая, стол простенький, и уже нет вот чего, вот этой распальцовки, вот нет вот этих разных лепнин, вот нет этого золота и так далее, и так далее. И вдруг снисхождение к народу. То есть, в принципе, вот этот эпизод оказался болезненным, он оказался чувствительным, и власть начинает, опять-таки, достаточно серьезно думать, как реагировать.
как реагировать, тем более, что я, в принципе, так давно рассуждал и так и предполагал, что, в принципе, Беларусь – это своеобразная экспериментальная площадка, по крайней мере, для российских спецслужб. И многие вещи, связанные с разгоном, опять-таки, с вот этими информационными кампаниями, они здесь отыгрывались. Не случайно приезжали, так сказать, учителя, не случайно приезжали, так сказать, эксперты, не случайно приезжали, так сказать, мастера черных дел. Для чего? Попробовать. Но оказалось, что, допустим, технологии отработаны. Я наверняка убежден, что не все технологии пока опробированы. Есть нечто в загашнике, но, извините, выход десятков тысяч людей на улицы. Это очень знаково, и это очень существенно. И понятно, что, допустим, линия-то может пойти сюда, и линия может пойти в другую сторону. И в этом плане, когда мне говорят убежденно о том, что будет вот это, я говорю, знаете, вот в соответствии даже вот был такой мудрейший философ, психолог, методолог Курт Левин, он разработал теорию поля, в рамках которой говорится, в любой точке пространства и времени вообще-то у человека есть два выхода. Либо сюда, либо сюда. И вот тот путь, какой он выберет, вообще-то зависит от чего? От существующего поля сил. От вот этих людей окружающих, от того контекста, в котором происходит взаимодействие. И если вот этот контекст всеобщности, опять-таки, взаимоподдержки будет преобладающим, никуда не денутся. Тем более, как бы мы ни говорили, власть – это прежде всего доверие. Это доверие большинства людей. И что бы ни делалось, какие бы методы ни использовались, есть доверие, есть результат, нет доверия, долго это не продержится. Поэтому, знаете, вот эта позиция даже не злорадства, а вот этого неожиданного обретения новых элементов идентичности, а помните, мы обсуждали проблему национальной идентичности, я говорил, что вот эти выходы, вот эти наряды, вот эти флешмобы, они вдруг из этого, в общем-то, довольно-таки, ну, будем говорить так, немножечко самоуничиженного состояния привели к чему? К осознанию собственного потенциала, собственных творческих возможностей, и вдруг стали мотиваторами чего? Вот этого огромного количества творческих взрывов. Люди почувствовали свободу, и вдруг почувствовали, что как эта свобода отражается на чем? На их талантах, на их самовыражении. И вот эта ситуация, вот эта взаимоподдержка, она привела вот к любопытному результату. Ну, а вот эта сцена была, так сказать, я же смотрел, допустим, вот эти российские репортажи, допустим, вот с этих массовых сцен, и все время видел вот такой скрытый токенизм. Так, и некая ревность, почему вот в Беларуси происходит, а в России не происходит. И, допустим, даже вот такие, ну, вроде уважаемые ведущие, а все равно вот эта позиция старшего брата звучала в речах. И вдруг произошло радикальное изменение. Вдруг мы оказались в равной позиции. И вдруг даже в некоторых, допустим, это началось с Хабаровска, так? И вдруг началось что? Вот это движение к солидарности. Причем проблема у нас общая, так? Недовольство у нас общее, цель у нас общая. Так, и вдруг все остальное начинает уходить на другой план. И мы начинаем вот так приближаться постепенно к солидарности. Там я не говорю о каких-то таких, ну, сторонних вещах и так далее, и так далее. Почему? Потому что эти движения, ведь они не экономические. То есть вы зараз гаворыце про тое, што у нейкай такой вось барацьбе за перамены россияне и белорусы нейким чынам повинны объединяться? Знаете, вот я не говорю объединяться. Я все время в своих научных работах... Ну, чекайте, вы же написали, вот я цитую ваш допис. «Беда у нас агульная и перспектива таксама, и выход один – переодоливать оную суместными намаганиями». Совершенно справедливо. Вот, а вы ведь не дослушали меня, о чем я говорил, допустим. Я и в своих методологических, допустим, работах проповедую о чем? Не создание вот этого общего, а взаимообогащение практиками. Взаимоподдержка, но при условии, вот я даже подход в свое время ввел, интегративная эклектика, где одним из таких очень фундаментальных понятий было обязательная самостоятельность. Сохранение самостоятельности при комфортном взаимодействии с окружающими и создание условий для взаимообогащения. Поэтому проблема-то у нас общая, так и мы делимся и взаимоподдерживаемся, но движемся разными путями. Вот на это я акцентирую внимание. Почему? Потому что, в принципе, вот эти консолидации, часто вот эта проблема интеграция, мы едины и так далее, и так далее. Я все время говорил о чем? Уникальность – это достояние.
И никогда вы американцем не станете, допустим, даже следуя образцам Америки, так? А вы должны подчеркивать свою уникальность. И в сегодняшнем мире как раз дефицит чего? Уникальности. Есть вот такие, допустим, монополистические вещи, монопольные, общие, глобалистские вещи, но вы ценны своей уникальностью. Но вот этот уникальный опыт наш мы должны щедро дарить. Щедро дарить. А вот сейчас вот образовалась, с моей точки зрения, вот эта очень красивая ситуация. Мы щедро дарим им, они начинают, пока еще не щедро, почему опыт маленький, делиться с нами, поддерживать нас. И это очень ценно. Я да чаго вось акцэнтаваў увагу менавіта на тым, што аб'ядноўвацца, не аб'ядноўвацца, інтэграцыя, не інтэграцыя, пратэсная ў дадзеным выпадку. Таму што, ведаеце, ўсё ж такі мы, беларусы, зараз глядзім там на расіян і кажам: да, у вас там рэжым аўтарытарны, Путін, вы там таксама змагаецеся за праўду, за справядлівасць і гэтак далей, дай вам Бог, але ваш-то Навальны, нават самі расіяны кажуць, што паскрабі Навальнага і знойдзеш там імперца, а яго выказванне пра беларускую мову і такая насцярога ўсё ж такі ёсць, у тым сэнсе, што вы там, расіяне, конечно, змагаецеся, мы вас падтрымліваем, але вот как-то вот трымаем дистанцию. Это такая местечковая психология, так? Она не соответствует современному миру, и она на самом деле связана с очень таким важным моментом, кстати, который я разбираю в посте. И я там, ну, мне даже моя супруга сказала, а не рисковато ли сравнивать двух лидеров? Если вы заметили, даже ввожу такое понятие «не наевшиеся». А человек не наевшийся, он стремится чего? Наесться, у него тормозов нет. Это называется дорвавшийся. А если вы обратили внимание, я так говорю о людях свободных. А свободный человек, он становится свободным когда? Когда он наелся. Когда он потерял зависимость от денег, когда он потерял зависимость от этой власти, и вот я привожу пример одного из президентов, по-моему, латиноамериканских, я уже не припомню, который спокойно отбыл свой срок и все время говорил, что я вынужденно занял эту позицию. Мне она не нравится, но меня избрал народ. И я очень добросовестно буду исполнять свои обязанности, но как только срок пришел, он сразу же ушел и вообще не боролся за власть. И я помню эти проводы, ситуации проводов. Его просили, его упрашивали. Он сказал: знаете, я сделал свое дело. Я помог в трудную минуту стране решить ее проблемы. Я ушел. И это вот для меня пример чего? Щедрого, самодостаточного, а не злорадствующего. Я, кстати, в посте написал, что, допустим, вот эти разные недоеденности, они сопровождают чем? Завистью и ревностью. И в том числе вот этим, ну, будем говорить так, злорадством по поводу. И я-то вижу перспективу нашей страны, вот, чтобы она стала, вот эти люди стали свободными, эти люди стали щедрыми. А для меня эталон – это человек, которому не жалко делиться, и который не решает вот эту проблему, кто лучше, кто хуже, а который радуется чему? Вот у вас есть то, чего нет у меня. У меня есть то, чего нет у вас. Но опять-таки в одной ситуации мы должны злопыхать по поводу, вы должны злопыхать по поводу того, чего, что у меня есть то, чего нет у вас, а я должен вроде бы, так сказать, ревновать тому, что у вас есть то, чего нет у меня. А можно ведь позицию как? Объединиться. И соединить вот эти наши достоинства друг с другом, и мы станем богаче друг на друга. Вот та логика, которую я проповедую все время, это диалогическая логика подлинно свободных людей. Не победивших в сражении временно. Любая победа, она все-таки первая. Почему? Если есть победитель, то есть кто? Побежденный. О чем думает побежденный? О месте. А о чем думает человек свободный? Он о месте не думает. Он думает, как помочь, он делится. Ну, дарэчы, вось тут з вами крыху не пагаджаюцца ў адным моманце, што вот Лукашенко не наеўся. Кажуць, ён-то наеўся, толькі характар такі ў яго, што не сыдзе просто нават наеўшыся. Ну, знаете, опять-таки, я скажу такую сентенцию. Вот, я с любопытством, допустим, смотрю часто на комменты.
Вот, допустим, я написал какой-то текст, а потом идут комменты и там разные точки зрения. Я не всегда, правда, реагирую, что нехорошо. Ну, времени нет, еще чего-то нет. И я понимаю, что, допустим, эта баталия может развернуться на какое-то время. И я обращаю внимание на что? Допустим, мы все время вот как-то вокруг личности болтаемся. И мы говорим, личность – это на все времена. Правда, серьезно психологически личность определяется чем? И окружением. И вот я даже в свое время вводил такое понятие интердетерминации. Она создает окружение, но окружение создает ее. И вольно или невольно вот это окружение подобострастных и корыстных, и решающих свои задачи людей, оно начинает вдруг задавать вот эту повестку дня. И хотите вы или не хотите, меняться вы начинаете. И если вы человек свободный, вы создаете разное окружение. Вот почему, допустим, очень важным наличие оппозиции. Так? Вот почему очень важным является многоголосие. Когда вы слышите другие голоса, у вас появляется возможность критики. Когда вы слышите только вот эти, допустим, экивоки, благодарствования и, опять-таки, некие дифирамбы в ваш адрес, у вас глаза зашуриваются. Поэтому я никогда бы не сводил это к личностным особенностям. Но я обращаю ваше внимание еще на такую деталь. Почему? Потому что часто такая сентенция, ну и в частности, дракохруст, ничтоже сумняшися, начинает выстраивать психологические конструкции, типаж, говорят такой. Я говорю, знаете, вот не лезть в другую плоскость, типажей и так далее. Типаж разный. Одно дело на картинке, а другое дело, допустим, в реальности. Если вот так внимательно смотреть, то, допустим, это не совсем храбрый мачо. И, допустим, даже вот тот, помните эпизод с автоматом? Вообще-то мачо жался к кому? Вообще-то к охране, а что-то сюда не выбегал, так, дальше. И вообще из-за забора он не выходит особенно, так. И это сразу для меня индикатор, что храбр-то храб. Ну, а дальше, допустим, если посмотреть другие эпизоды, то страх присутствует, и очень серьезный страх. Человек свободный ведь не боится, так. И он другое дело, что, допустим, все равно есть некий инстинкт самосохранения. Поэтому страх присутствует. И, смею вас заверить, допустим, все время идет вот такой мониторинг. Так? Мониторинг по поводу того, есть возможность, так сказать, еще сохранить влияние или нет. И, допустим, вот этот мониторинг все время фиксируется. И наверняка есть стратегия какая, допустим, ухода. Поэтому вот что буду биться до конца, это скорее вот то медийное, которое создается. А наступит ситуация, допустим, всякое может измениться. И поэтому, вот возвращаясь к российскому эпизоду, для меня был он знаковым каким? Вдруг усиление страха в связи с чем? А куда ехать-то? А там тоже, оказывается, место взрывоопасное. И смею вас заверить, что, и, допустим, у соседнего главы тоже вот сейчас очень серьезные вещи, допустим, в сознании, очень такие серьезные вопросы, связанные с отступлением. Я не знаю, многие обращают внимание, закон принят о чем? О статусе президента. Так бывшего президента. Причем закон очень серьезный, чтобы, допустим, применить какие-то санкции к ушедшему в отставку президенту России, надо собрать чуть ли не 2/3 голосов Сената, чуть ли не 2/3 голосов парламента, пройти процедуру Конституционного суда, еще какого-то суда. Это для чего? Для охраны. Для охраны вот того, что будет завтра. Но, к сожалению, пока у нас этого нет осознания. Почему? Что вообще завтра наступит в любом случае. И вот чем отличается, допустим, человек, ну, такой, думающего завтра, от человека не очень думающего. А человек, думающий о завтра, начинает соломку подстилать. Так? Почему? Завтра всякое может быть. Заболеть можно, так, в конце концов. Может, еще что-то случится, так? Пенсия может случиться. Если вы думаете о завтра, завтра случается. А если вы не думаете завтра, то завтра перед вами стоит какое? Как пропасть. И, естественно, вы боитесь. Но человек, стоящий на краю пропасти, он в пропасть не собирается. Он все время думает, а есть ли выход? Так? Есть ли куда свернуть, куда улететь и так далее, и так далее. Поэтому не все так просто. До рэчы, ось заўважаюць, спадар Янчук класны спікер, але пра Навальнага так і не адказаў. Маецца на ўвазе, відаць, мой... Увлекся.
увлекся. Мой вот этот про его империализм. Да, вот это очень хороший момент, связанный с любым интервью. Почему? Потому что вот даже возвращаясь к интервью, точнее, к диалогу Путина со студентами. Ему конкретный вопрос задали, так сказать, а вообще дворец есть или нет? И вообще, дворец ваш или нет? И он так что-то поговорил, так сказать, о том, что вроде не мой, так, и сразу же увел в сторону. Но в данном случае, уважаемые коллеги, во-первых, спасибо за обратную связь. Вот, к сожалению, у меня же обратной связи нет. Вот коллега ведущий, в силу того, что он на другом конце, так сказать, нашего диалога, он при обратной связи. А у Владимира Александровича обратной связи нет. Поэтому к Навальному у меня позиция очень такая сложная, неоднозначная. И в своем посте, я не занимаюсь рекламой поста, я пишу именно о неоднозначности, но обращаю внимание на один факт. Этот человек смелый, этот человек мужественный. Больше я ни о чем не говорю. И понятно, что этот человек из другой страны. Так? И он решает свои задачи, адресованные другой стороне. И дай ему Бог удачи, дай ему Бог, как говорится, каких-то, так сказать, достижений и так далее. Но неоднозначное у меня суждение. А здесь это вот пример для рассуждения чего? Лидерам нашим. Так что, допустим, вообще вопрос задается. Так? Ну, хорошо, можно быть там. Но вообще-то многие предлагают, что они вернутся ли. Так, сюда. Почему? Потому что одно дело заочное участие в процессе, а другое дело демонстрация мужества. Ну и сразу же вот такие вопросы, допустим, возвращаться или не возвращаться. Опять-таки, пример Навального подходит или не подходит. Допустим, еще что-то, еще какая-то альтернатива существует или не существует. Я говорю, вообще-то вы решайте сами. Но одновременно создан прецедент. Так создан прецедент другим человеком по отношению к другой стороне. Так и, допустим, этот прецедент надо принимать в плоскость анализа. Другое дело, что я понимаю, допустим, что Россия значительно более связана с общественным мнением. И более того, даже вот смотрите, вот эти разгоны полицейских, все-таки 4 человек привлекли. Так, дальше, а 1 человек даже поехал извиняться. Да, и более того, зафигурировал, и более того, допустим, власть начинает говорить нечто. Что начисто отсутствует у нас. Так, у нас другая стратегия. Полностью не извиняться, не реагировать и прочее, прочее, прочее. Поэтому я не ухожу от вопроса, а говорю о чем. Навальный – это человек, пример для России. Мы суверенная страна, мы, опять-таки, страна и общество с другими лидерами, заочными, очными, и этим людям, которые имеют амбиции, вообще-то решать, так, брать этот пример на вооружение или не брать этот пример на вооружение. Ну и одновременно я там много ведь оценочных суждений было высказано, я абсолютно согласен, вот Светлане Тихановской не надо. Опять-таки, она выполняет эту символическую функцию, и пусть она будет там. А остальным людям вообще-то надо подумать. Ну, зразумела, все гэта разумеюць, што як толькі Святлана Тихановская вернецца, яна імгненна апынецца, ну, на 99,9% у СИЗА КДБ. Дмитрий, да и не надо этого. Так, у нас же есть Воскресенский, он унесе их у спис на амнистию. А, кстати, в посте я пишу и о Воскресенском, так, в том числе, да, допустим, вот о этих попытках таких, допустим, ну, выдвижения инициатив, не обладая никаким статусом, да, и, допустим, это тоже смелость какая? Смелость разрешенная. Так, смелость снисхожденная и выступление в роли чего? Вот этого прощупывания, а как отреагирует. Я говорю, а какие у тебя полномочия? Так, а вообще, допустим, кто ты такой, строго говоря, так, чтобы выдвигать идеи. Другое дело, что я положительно отношусь к чему? К инициативам. Есть инициатива. Почему? Другие вообще ведь не говорят. Он выдвигает инициативу, он эти списки, допустим, я понимаю, что это не он, так, а это согласованные списки, то есть идет зондаж общественного мнения, так, а как отреагирует общественное мнение? А общественное мнение должно реагировать, так, реагировать очень серьезно, оно почему? Должно демонстрировать, что вообще-то эти люди должны освобождаться. И вот я и у себя в сетях вывесил интересное такое, ну, интервью, вспомню просто фамилию, очень интересная женщина, она для меня так знаковое интервью. Ну да, Ольга Токарчук.
Ну, такая милая, хрупкая, такая беззащитная женщина, оказавшись перед посадкой, расскажет о чем? О ее вот этом возможностях выбора. Либо уехать, либо спрятаться, и она объясняет, почему она решила не прятаться. И она боится, глаза у нее вообще в слезах, я же очень тонко чувствую вот эти эмоции, ей страшно. Ей очень не хочется туда, но она осознанно говорит о чем? Я сделаю это. Почему? Потому что вот я не хочу ломаться. Я не хочу, допустим, вот эту ценности, вот эти ценности, вот эти мои идеалы крушить страхом. И для меня это очень такой важный пример, я сознательно его вывесил. Почему? Потому что это вот та позиция, в которой находится огромное количество людей. Страшно. Посадить могут. Так, побить могут. Еще хуже могут. Но вы встаете вот в этой позиции. Так? Либо сюда, либо сюда. И вот те люди, которые достойны уважения, допустим, они берут вот эту позицию. Несмотря на страхи, вот когда мне говорят, что вот все люди герои, что никто не боится, я вспоминаю нашу с вами первую встречу, когда я первый раз пришел, честно говорю, что я озирался, что поймают, не поймают. Потом вы мне рассказали, так сказать, еще сказку, что был у вас Чалы, Чалова, так сказать, чуть ли не забрали от вас. Я выхожу из вашей студии, смотрю по сторонам и так далее, и так далее. Вроде я человек смелый, свободный и так далее, и так далее. Это страх, такая вещь. Она присутствует у любого человека. Но другое дело, что я понимаю, что и любой человек, принимающий решение, он становится все менее устрашенным. Он становится все более свободным. И это очень важно. Поэтому, когда вы делаете выбор, опять-таки, не сомневайтесь, допустим. Допустим, всегда сложность выбора связана с чем? Вот, допустим, либо ориентация на сегодня, либо ориентация на завтра. Почему вы сделали этот выбор? Ну, вам станет стыдно когда-то перед вашими детьми. Так? И вам придется объяснять. И, собственно говоря, мы же ведь и сейчас очень много уже видим межпоколенных конфликтов. Да? Папа, а почему ты не пошел? Так? И папа может долго объяснять, но вообще вопрос висит. Так, папа, а почему ты не сделал это? Или мама, почему ты не сделал это? И вот эта Ольга Токарчук, она объясняет, и дети у меня есть, так и детей я люблю. И семья у нее, видимо, хорошая, поддерживающая, она просит о поддержке семьи, но она сделала этот выбор. И я понимаю, что, допустим, вот эти люди, у которых есть ценность, у которых есть стержень, им не будет стыдно за что? За совершенное действие. А люди, которые вот так вот болтаются, рано или поздно им станет стыдно. Другое дело, что подавляющим людям, подавляющему большинству, ну, большинство – это сложная категория, очень многим людям вообще наплевать, они просто текут по течению, куда ветер подует. Но, допустим, вот это простое течение по воде, оно же имеет последствия. Если на ваших глазах нарушается огромное количество вот этих ценностей, вот этих справедливостей, оно же отражается на чем? На ваших детях, так? Оно же отражается на вашем будущем. Почему? Потому что здесь идет же ведь не вверх линия, она идет вниз. И вот эти люди, допустим, вот которым все равно какие ценности, они вообще приходят куда? Вот сюда, наверх. И эти люди вообще-то будут принимать решения и будут вытирать ноги о вас. Почему? Да им все равно, так? Кто вы? Вы вообще-то не вы. Поэтому это, знаете, вот такие дилеммы очень опасны. А дальше идет вот такая сплошная деградация во всем. И чтобы мы там не расковыривали, допустим, что деградация в чем? В науке деградация, в образовании деградация, в производстве деградация и так далее, и так далее. Это да, вот если течение. Если не будет перемен, это будет усугубляться. В экономике, вот с Чалом было хорошее интервью. Так он же показывает, допустим, как бы мы не пыжились, опять-таки, ну, экономическая ситуация такая, и будет хуже. И, допустим, сегодняшний разговор с другом Си Цзиньпином, я даже не сомневаюсь, денег просим. Но я даже не сомневаюсь в том, что не дадут. Владимир, вельмі вот цікавы такі момант. Нягледзячы нават на тое, што Путін фактычна адразу падтрымаў Лукашэнку, але у пэўнай часткі беларускага грамадства былі ўсё ж такі спадзяванні на нейкую міратворчую такую місію Пуціна у дачыненні да беларускага канфлікту, што, маўляў, неяк ён паўплывае, а тут, магчыма, там гэтыя сочынскія нейкія дамоўленасці, вот, што ён настойвае на зменах у Канстытуцыю і нейкім транзіце ўлады, маўляў, Крэмль настаіць, чтоб ўсё ж такі Лукашенко нейкім чынам сышоў. Ну, вот, спадзяванні былі.
пасля гэтых расійскіх акцый пратэстаў, рэакцыі расійскіх уладаў і сілавікоў на гэтыя пратэсты вельмі падобную на рэакцыю беларускіх іх калег. Гэтыя спадзяванні остаются? Знаете, я, во-первых, не уверен о договоренностях. Да, почему? Потому что я все время говорил, что вообще-то они же одинаковые. Так, ну и в частности мне понравилось, я к Кацу отношусь по-разному, ну, допустим, вот последнее интервью в «Свободе» очень хорошее, другое дело, что, допустим, мне не понравилось что, допустим, вот позиция ведущего, вот эта позиция снизу, ну и такие вот, а почему вы не обращаете внимания, а вот почему, допустим, белорусская тема ушла из ваших разговоров и так далее, и все время вот такое своеобразное заискивание. Так, а почему мэтр, так сказать, не обратил внимания на нечто? Ну, вообще-то, ну, нехорошо. Это, допустим, я прошу вас, коллеги, сообщить. Вообще, допустим, мы постепенно должны приходить к очень важному, к диалогу на равных. Не вот этому злорадствующему по поводу, а диалогу на равных. Так? Равные люди обсуждают по-равному общие проблемы. И совместные решения обсуждают с позиции, опять-таки, нахождения вот этих совместных интересов, точек соприкосновения. Допустим, безусловно, допустим, вот эта проблема, и, допустим, почему я к Кацу обратился, он говорил, допустим, и у того же Путина две ведь линии, две точки, точнее, два вектора. Первый вектор – подчинение вот этим советникам военным, и, допустим, вот эта интеграция, и, опять-таки, давление. А вторая игра в демократические решения. И, допустим, вот сейчас тот же, допустим, российский вождь стоит вот в такой позиции. Так сыграть в демократию опасно. Так, допустим, ну точно так же опасно что? Задавить. Почему? Потому что на самом деле ведь ситуация в России гораздо более взрывоопасная. Страна большая, дальше страна богатая, и одновременно граждане этой страны нищие. Ну и одновременно вот те деградационные, как бы они ни хорохорились, допустим, такие же деградационные процессы идут во многих вещах, в многих отраслях. И, допустим, они уже сталкиваются с этим, и они испытывают зависимость. Вот хочется щеки раздувать, а, допустим, а спутник их весит гораздо тяжелее американского. Почему? Потому что нет соответствующей микроэлементной базы. Ну, допустим, захотели они свой МС-21 запустить, а крылья композитные, а композитные материалы где? В Штатах. А санкции? Так, ну и дальше. Хочется похорохориться, а, допустим, раз, а здесь начинаешь чувствовать что? Зависимость от мира. И вот эта зависимость от мира, она начинает все-таки, допустим, выступать в формах каких? Надо играть в демократию. Так, надо находить какие-то решения. А здесь пока все просто. Так, какая демократия? Вот забить, задавить и так далее, и так далее. Хотя я обращаю ваше внимание. Внешне вот вы символику вытравите, вы еще что-то вытравите. Мозги-то вы не вытравите. Нет у вас ресурсов, так? А здесь, чем больше вы вытравливать будете, вы здесь все больше будете взрывоопасную массу создавать. Так, почему? Вот эти болячки не уходят. И страхи не уходят, и, допустим, вот эта мечта о другом тоже не уходит. Так? Она все больше накапливается, и рано или поздно она взорвется. Ну і таким чынам все ж таки зараз на заканчэнне ваш, ну я не ведаю, аналіз, прагноз наконт вясны. Вельмі актыўна зараз улады рыхтуюцца да вясны, шмат кажуць самі пра тое, што вот вясной мы чакаем там нейкай актывізацыі, вот вясной мы чакаем, самі кажуць, што эканамічных праблемаў. І таму мы тут рыхтуемся, і баявую зброю, і дружыны з былых сілавікоў. Ну, чаго чакаць? Не, ну, весной ждать, опять-таки, неких взрывов психологических. Допустим, даже в психологии, в психиатрии есть две таких точки. Так, есть осень, когда резко возрастают психические заболевания, есть весна, тоже резко возрастают психические заболевания. Безусловно, допустим, природа расцветает, а расцветает вот это загнанное. Поэтому такая опасность потенциально есть. Потенциально есть, и поэтому власть готовится к ней, хотя я обращаю ваше внимание на то, что, допустим, вот в такой, ну, глубокой аналитике, ее-то на самом деле немного. В сознаниях, допустим, глубоких аналитиков всегда, допустим, присутствует элемент констатации, что многие вещи делаются самой властью.
И чем больше они будут нагнетать, тем больше они будут провоцировать. И точно так же, допустим, ну вот на примере тех же вот свежих российских событий, никто же ведь не мешал умной власти дать и пройтись. Так не разгонять, не разбивать и так далее, и так далее. Но власть все время решает вот эту дилемму. А вот так вот почувствует вкус свободы, так лучше забить. Так вот, прошлись бы, удовлетворили, смею вас заверить, опять-таки, пар бы выпустили. А так пар-то не вышел, а пар накопился. Это точно так же адресация вот нашим властям. И там при разном, допустим, ведь я подчеркиваю, ситуация-то не революционная, допустим, а при анализе ситуация была какая? На что реагировали граждане? На несправедливость. Выборы несправедливы, а еще больше реакция на что? На жестокость. На неоправданную жестокость по отношению к людям. Это возмущение. Это ведь не вот эти экономические проблемы, социальные проблемы, национальные проблемы и так далее, а несправедливость и жестокость, непомерность. Так? И вот это основная проблема, которая объединяет нас, кстати, допустим, с россиянами. Поэтому, в принципе, допустим, вот эти жесткие меры, они имеют контрэффект. Очень серьезный контрэффект. Чем больше давить будете, взрыв станет неизбежным. Но и одновременно, допустим, надо понимать, что, допустим, вот это состояние нерешенных проблем, оно будет усугублять ситуацию. А ситуация, естественно, усугубится. Денег нет, рынков нет, еще чего-то нет. А по поводу вот этих новых заключений, допустим, прогнозов аналитиков, в том числе и Дракохруста, печального, я бы все-таки, так сказать, высказал, я не люблю оценивать деятельность других, не надо социальный пессимизм будем так, рассеивать по простой причине. У вас же ведь нет оснований. И вообще, допустим, политология, ну, наука-то она любопытная, это же гадание на кофейной гуще. Почему? Во-первых, для того, чтобы делать прогнозы, надо знать, что в голове людей, принимающих решения. Или, по крайней мере, в сознании ближайших советников. Или, допустим, для того, чтобы делать экономические прогнозы, вообще надо знать бюджет. Что там в загашниках? Если вы не знаете, и, допустим, тот же Чалов ведь не знает, там же есть один бюджет, есть второй бюджет. А сколько во втором бюджете, никто не знает. И если вы не знаете, ну какой прогноз? А вдруг там бездонный ящик? А вдруг там в сознании совершенно другая программа? Поэтому такие долгосрочные вещи, они, допустим, не прогнозируем, оснований нет. Ну и завершаю так я с рефлексией. Весна, безусловно, будет обострение, и, безусловно, будет, опять-таки, возмущение. Почему? Ситуация будет усугубляема, и еще больше усилится вот этот вопрос. Так, либо сюда, в быдло, либо продолжить вот этот начатый путь, когда вы можете стать другими, когда вы можете изменить. Но и последняя фраза. Это можно сделать только сообща, когда вас будет большинство. А для того, чтобы вас стало большинство, вы должны общаться с разными людьми, убеждать. И снимать страхи. Ну и последняя, вот эта ремарка, опять-таки, вот говорят, ну уйдет, рухнет все. И мне тоже говорят, вот вы хотите стать лидером? Я говорю, не хочу стать лидером. Почему? Я лидер своей профессиональной деятельности. И мне хорошо в моей профессиональной деятельности. Но говорю, если смена лидера, это вовсе не говорит о чем? О смене системы. Системы. Здесь ситуация какая? Допустим, система будет работать. Так? Здесь речь идет о чем? О безответственности. Персоналия наверху безответственна. Так она исчерпала ресурс. Поэтому ничего страшного не произойдет. Это не страшно. Дякую вялікі. Владимир Янчук, Зміцер Лукашук у сумесным проекте Еврорадио и Е-промовы. Не губляйте оптимизму.